Пришли данные по задолженности перед работниками ГУМ ЖКХ. Почти миллиард. Общероссийская задолженность по всей России 2,9 миллиардов рублей. Это получается, что треть всех долгов по зарплате приходится на республику, в которой проживает всего 1 миллион жителей. И задолженность растет как снежный ком. Мы знаем, что в прошлом месяце данные были опубликованы 740 миллионов. В этом месяце уже 900 миллионов. И вы посмотрите, правительство ведь ничего не делает. Они приехали только что из Китая, да, куда вместе с Путиным летали. И, значит, приехали и рассказывают, как у них все прекрасно, да. Сейчас они поехали на Питерский экономический форум и тоже приедут и будут рассказывать, какие они инвестиционные, значит, проекты там позаключали. Но о людях-то кто подумает? И еще вопрос такой, почему люди сами не занимаются этим, да, не пишут какие-то, я не знаю, коллективные обращения, не собирают все случаи невыплаты зарплат, сколько не выплатили, кому не выплатили, да, и вот эти вот коллективные обращения, с коллективными обращениями, почему они не идут в прокуратуру, почему они в конце концов видео не записывают и не рассказывают о своей ситуации, а ситуация на самом деле плачевная. Какие еще существуют методы давления, да, что еще можно сделать? Я тут недавно вспоминала, что 90-е годы, и, кстати, это работало, да, 90-е годы по всей стране прокатилась волна забастовок шахтеров. У нас в республике бастовали шахтеры Нерюнгринского угольного разреза. У резиденции правительства России шахтеры из Кузбасса и Дальнего Востока, из Ростова и Воркуты начали свой бессрочный пикет. Им надоело работать без зарплаты и выслушивать пустые обещания. Они добились тогда положительных результатов, были изменения, власти побоялись идти им наперекор. Я думаю, что сейчас, если люди, которым нечем кормить детей, уже целый год люди сидят без зарплаты, да, выйдут к правительству, выйдут к Илтумену и потребуют у них, все эти вот люди, которым не выплатили зарплаты, и потребуют у них, чтобы решили вопросы их, то я думаю, что их послушают. По крайней мере, если не послушают, то начнут что-то с этим делать. А вообще, при этой власти, при Путине, чем дольше длится война, чем дольше Путин находится у этой власти, и вся вот эта верхушка, да, путинская, тем хуже будет экономическое состояние. Мы еще увидим с вами невыплаты зарплат и учителям, врачам, в социальной сфере, да, потому что они сейчас, поскольку денег нет, они режут все то, что не относится к военной промышленности. В скором времени мы это увидим. К сожалению, это так. Людям в России, людям в Республике Саха нужно быть к этому готовым.